проснутся пчелки, тогда причешут челки, умоются над лужицей и по лесу закружатся. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Им каждая ромашка нальет нектара в чашку, и даже одуванчики нальют нектар в стаканчики. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Окончится работа, нальются медом соты, и вечером на пасеке сыграют пчелки в классики. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Когда зима заплюжит и льдом покроет лужи, оденут пчелы валенки и лягут в соты баиньки. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Я птиц играть на сессию с гитарой вместе с песнею, и здесь для вас играя куплет свой повторяю. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Уважаемые пчеловоды, в Чувашской Республике мы выпустили такую замечательную книгу «Известные пчеловоды Чувашской Республики» называется. Эту книгу мы выпустили к 25-летию моей работы в качестве межрайонного зоотехника по пчеловодству Батыревского и Шемушинского районов. Книга начинается с Капунина Валерия Павловича, председателя Общероссийского союза пчеловодов России, Чупахина Ольга Кузьминовна, президент Союза пчеловодов и пчеловодных организаций страны есть. Александр Сергеевич Пономарев, главный редактор информационно-аналитического портала «Мировое пчеловодство». Также включены сюда в эту книгу работы двух докторов наук, двух кандидатов сельскохозяйственных наук, проживающих на территории Чувашской Республики. И потом идут по алфавиту наши любимые пчеловоды. Книга она очень хорошая. Идея сама выпуска вот этой книги возродилась именно в нашей семье. И мы думаем, что другие регионы Российской Федерации тоже будут выпускать такую идеальную книгу. Сюда в основном включили талантливых пчеловодов. Но книга создавалась в условиях пандемии, материалы собирали и создавали в условиях санкций. Но все равно, несмотря на трудности, к 8-му международному форуму пчеловодов мы все-таки выпустили вот эту книгу, пригласили на этот 8-й международный форум пчеловодов. Батырева пригласили Бенджамина Форстера из Швейцарии и Шушиначева Геннадия из Белоруссии. В общем, если листать так, книга начинается с Пономарева Александра Сергеевича, потом идут
наши любимые пчеловоды. Наши любимые пчеловоды. Вот наши пчеловоды. Вот пчеловоды. Доктор наук Табоев идет. Потом идут кандидат наук Табоев Геральд Марсович и наши любимые пчеловоды. Вообще в нашей республике поставлена задача: каждый опытный пчеловод, пожилой пчеловод должен подготовить вместо себя молодого пчеловода. Это, конечно, очень хорошо, и мы уверены, что пчеловодство Чувашской Республики будет развиваться дальше. Успехов вам всех пчеловодов Чувашской Республики и Российской Федерации, крепкого здоровья, хороших медосборов. Выпускайте вот такую замечательную книгу, как мы выпустили в Чувашской Республике. На 8-й международный форум пчеловодов Чувашской Республики, который проходил в селе Батырово, мы пригласили Бенджамина Форстера из Швейцарии. Он приехал на наше мероприятие и прочитал очень хорошую лекцию о болезнях медоносных пчел, о накоплении химических препаратов после обработки медоносных пчел против вороктоза. Также участвовал Шушиначев Андрей Геннадьевич из Беларуси. Мы давно знакомы с ним тоже. И, в общем, провели такой мощный международный 8-й форум пчеловодов Чувашской Республики в селе Батырово, где присутствовали 220 пчеловодов не только наших регионов, но и соседних регионов. Были из Мариэл, из Мордовии, из Ульяновской области, делегаты из Нижнего Новгорода, из Иваново, из Самарской области. Мы давно живем общими вот такими идеями и развиваемся вместе. Я им за это очень благодарен. Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на 8-м международном форуме пчеловодов «Помоги пчеле». На нашем фестивале мы рады видеть пчеловодов-любителей и наших гостей, профессионалов этого промысла. Слово для приветствия и открытия форума представляется главе Батыревского муниципального округа Рудольфу Васильевичу Селиванову. Добрый день, уважаемые участники 8-го международного форума пчеловодов «Помоги пчеле». Рад вас приветствовать на территории Батыровского муниципального округа Чувашской Республики. История межрегиональных форумов пчеловодов на Батыровской земле началась с 2014 года. Тот факт, что он в этом году заявлен международным, свидетельствует состав участников и значимость пчеловодства как одного из важнейших составляющих агропромышленного комплекса нашей республики. В нашем крае истоки пчеловодства уходят в глубокую древность. Чувашский мед, в том числе батыровский, признан одним из лучших в России. Развитию пчеловодства у нас способствуют природно-климатические условия, хорошо адаптированная к ним популяция медоносных пчел и мастерство, конечно, пчеловодов. На сегодняшний день в Батыровском муниципальном округе насчитывается 4500 пчелосемей. Многие пасеки расположены на ледниках. Это помогает получить качественный монофлерный мед. Благодаря такой медоносной флоре наши пчеловоды многократно завоевывали призовые места в конкурсах меда на международных форумах «Пчела и человек» в городе Москве. Убежден, наши пчеловоды в дальнейшем будут повышать эффективность отрасли на основе достижений науки и передового опыта, наращивать объемы производимой продукции. В республике реализуется комплексная программа поддержки отрасли. Возмещается 40% общих затрат самозанятых пчеловодов. Благодаря такой поддержке и в пчеловодство приходят молодые пчеловоды, энергичные специалисты.
Многие пчеловоды получили гранты на покупку пчелосемей и оборудования, что помогает успешному развитию пчеловодства. Я надеюсь, участники сегодняшнего форума получат уникальную возможность пообщаться с учеными, обменяться с опытами работы и коллегиально выработать позицию по основным вопросам деятельности в пчеловодстве. Желаем вам плодотворной работы, благополучия и трудовых успехов. Благодарственным письмом Батревского муниципального округа награждается Спинова Нина Петровна. 30 лет работает заведующим Батревского торгово-заготовительного пункта. Таким же благодарственным письмом награждается Богданов Александр Николаевич, создатель, основатель группы «Пчеловоды Чувашии». Награждается Емельянова Татьяна Николаевна, редактор-составитель книги «Известные пчеловоды Чувашской Республики». Уважаемые гости форума, хочу выразить вам огромную благодарность устроителям этого форума, особенно Николаю Петровичу, за то, что нас пригласили, оказали нам такую честь и уважение. Мы первый раз на таком форуме присутствуем, я имею в виду лесники. И хочу выразить вам благодарность также от лица министра. Он очень хотел здесь присутствовать, но, к сожалению, не смог. Поэтому принять вас участие не мог, поэтому я вам передаю от него огромный привет и пожелания благополучной работы и плодотворной работы на этом форуме. Немножко хочу рассказать, чем мы вместе с пчеловодами занимаемся. Это я имею в виду лице лесников. Мы находимся в составе Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. И пчеловоды к нам обращаются для того, чтобы получить лесные участки для размещения своих пасек. Конечно, мы все понимаем, что это древнейшая очень отрасль, и на таком примитивном бытовом плане понимаем, что просто пчеловод – это человек, который размещает улей, собирает мед. Но по сути пчеловодство, наверное, вы все понимаете, вы все здесь профессионалы, что это отрасль, которая занимается разведением пчел, а не только собирать мед. И как раз использование лесов для ведения сельского хозяйства и пчеловодства, оно регламентировано статьей Лесного кодекса. Это статья Лесного кодекса 38, и поэтому в ней говорится, что использование лесов для ведения сельского хозяйства, сенокошения, выпаса животных, пчеловодства, северного оленеводства, пантового оленеводства, товарной аквакультуры, выращивания сельскохозяйственных культур, это все прописано в Лесном кодексе, это все законодательно закреплено. На территории Лесного фонда Чувашской Республики для пчеловодства представлен 251 лесной участок на общей площади около 126 гектар. В том числе на правах аренды 205 участков на площади 75 гектар и 46 лесных участков на площади около 51 гектара, это на праве безвозмездного пользования. Немножко расскажу про законодательство, которое действует. В 2020 году Минприроды России утверждены новые правила ведения сельского хозяйства, в которых указаны определенные ограничения, но за исключением пчеловодства. Вот как раз для пчеловодства на территории лесного фонда особых ограничений нет. То есть разрешены строительство многих сооружений.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют использование лесов для пчеловодства на основании договоров аренды лесных участков, и также использование для ведения сельского хозяйства осуществляется с предоставлением или без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута. Соглашение об установлении сервитута заключается органом госвласти, субъекта Российской Федерации, то есть Министерством природных ресурсов, экологии Чувашии. Сервитут, правила по установлению сервитутов установлены Земельным кодексом. А для использования лесов гражданами в целях для собственных нужд используется на праве безвозмездного пользования. Ну, то есть, если человек хочет для себя небольшую пасеку, несколько ульев, то мы можем предоставить ему лесной участок в безвозмездное пользование, ну, то есть, получается бесплатно, но на основании договора безвозмездного пользования, в котором также прописаны будут его обязательства. Безвозмездное пользование — это не значит, что ничего не нужно делать, за лесом нужно ухаживать, поэтому нужно также будет, если человек возьмет для себя участок безвозмездное пользование, он должен будет проводить там и защитные мероприятия, и мероприятия по охране лесов, то есть для того, чтобы принять все меры для того, чтобы по противопожарному обеспечению своего лесного участка. Это минерализованная полоса вокруг лесного участка, это и пункт сосредоточения противопожарного инвентаря и все отшлаги на противопожарную тематику. Хочу сказать, что я уже сказала, что для пчеловодства разрешено многое на лесном фонде и разрешены очень много объектов, которые может пчеловод расположить на своем лесном участке. Это регламентировано перечнем, который разработан правительством Российской Федерации в 2012 году. Сюда входят и улей, изгородь, некапитальное строение для бытовых нужд, навес, некапитальное строение для первичной обработки продукции и склад для размещения кормов и хозяйственного инвентаря. Но я опять же сказала, что лица, использующие леса для ведения хозяйства, должны определенные обязательства. Если это в аренде лесной участок, то пользователь должен составлять проекты своих лесов, где будут прописаны все его права и обязательства. При использовании лесов для пчеловодства в качестве кормовой базы для медоносных пчел должны использоваться земли, на которых в составе яруса имеются медоносные растения. Так, в лесоустроительной инструкции, которая утверждена недавно, в прошлом году вышла новая инструкция, утверждена Минприроды России, определено, что медоносные участки – это особо защитные участки, в которых запрещена любая лесохозяйственная деятельность, и в том числе все виды рубок. То есть для пчеловодов как бы навстречу пошли, поэтому создаются специальные насаждения, специальные особо защитные участки для того, чтобы сохранить медоносные растения. Выделяются особо защитные участки вокруг пасек постоянных в радиусе 3 километра на тех участках, где произрастают преспевающие, спелые, перестойные насаждения с долей участия липы, рабинии, псевдоакации, акации белой, ивы, каштана, бархата, клена. Сюда относятся клен татарский, клен полевой, клен латиновидный или остролистный. Если, допустим, в насаждении есть в составе 3 и более единицы вот этих перечисленных деревьев, то уже выделяется пасека. Если пасека там есть, то выделяется вокруг нее 3-километровая зона, где будут запрещены все виды рубок. И проектирование медоносных участков таких вот осуществляется на основании, в ходе проведения лесоустройства, на основании сведений, которые как раз подает администрация района, либо орган власти, полномочий в сфере аграрно-промышленного комплекса. Также хочу сказать, что вот к нам обращаются многие пчеловоды за тем, чтобы свой договор аренды поменять на договор безвозмездного пользования, потому что это бесплатно. Но, в общем-то, наверное, у нас в законодательстве такого конкретного параметра, как для цели, допустим, безвозмездное пользование, какая площадь должна предоставляться и какая в аренду, такого нет.
Но мы все-таки пользуемся инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезни, отравления основных вредителей пчел, которое еще был документ принят в 1998 году Минсельхозпродом Российской Федерации. Ну, вы, наверное, тоже знаете эту инструкцию. И вот, согласно этой инструкции, тут есть такое основание, что территория пасеки огораживается забором и устанавливаются ульи на подставках не ниже 30 сантиметров на расстоянии 3-3,5 метра друг от друга и 10 метров между рядами. Вот мы примерно таким показателем, такими параметрами пользуемся для того, чтобы предоставлять кому-то безвозмездное пользование, кому-то в аренду. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Михайлов Валерий Семенович, Курнарский район, деревня Шинеры. Мне 70 лет, около нашей деревни был, как говорится, где-то 12 пасек в свое время. А сейчас, как говорится, сделали заказников, ногой не ступишь туда. Везде гнилье, деревья лежат, как говорится. Вот вы хорошо говорили, а там, я говорю, из 12 пасек, ни одной пасеки, ни одного пчелой семьи не осталось там. Как вы на этот вопрос смотрите? Вот заказник сделали, неужели пчелы искусают кабанов, как говорится? Не то, что пчелу семью ставить, как говорится, там нельзя в лес заходить. Разрешите тогда, как говорится, вот можно пчелу семью ставить в заказном листу. Там в квартале 73 столетние липы растут, 2 квартала. Такой медонос, как говорится, но туда нельзя заходить, нельзя, не разрешается. Я поняла. Заказник какой у вас? Федерального уровня или местного значения? Ну, насколько я знаю, республиканского, как говорится, это при депутату Госдумы, Калининского лесничества. Понятно. Ну вот, к сожалению, у каждого заказника есть положение, в котором прописано, что можно сделать. Если вы говорите, что там вас не допускают, значит там запрещена вот эта деятельность для пчеловодства. Это уже, наверное, нужно обращаться. Можете обратиться, кстати, в Министерство природных ресурсов к нам. Я обращался, мне дали ответ, что нельзя. Ну вот видите, это нужно вносить изменения в положение заказника для того, чтобы вот разрешили для ведения пчеловодства. Хорошо, я передам вашу просьбу. Спасибо, Елена Максимовна. Просим вас занять ваше почетное место в зрительном зале. Слово для приветствия представляется заместителю руководителя Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области Антону Геннадьевичу Лукину. Добрый день, участники форума. Безусловно, это значимое событие для Батыревского района, для Чувашской республики. Поэтому приятно поучаствовать на таком форуме вместе с вами, быть в вашей команде, скажем так. Одним из положений доктрины продовольственной безопасности является обеспечение населения качественной и безопасной продукцией. Поэтому наша функция как контрольно-надзорного органа, ваша функция как, скажем, производителей продукции, она у нас одна – обеспечить качественной и безопасной продукцией населения, потребителей. Для этого всем пчеловодам, заинтересованным в реализации продукции и для ведения своей деятельности необходимо быть всем зарегистрированным в государственных информационных системах федеральных. Это Цербер и Меркурий, так называемых. Их функция, они позволяют обеспечить прослеживаемость продукции животноводческой и своевременно выявлять некачественную и потенциально небезопасную продукцию. Мы проводим анализ движения, скажем, продукции по Чувашской республике, если говорить конкретно, то у нас за 2022 год, немножечко остановлюсь на статистике, прям совсем немножечко, вот в этой системе выработана продукция 140 тысяч, более 140 тысяч килограмм, это меда.
То есть это мед выработанный, который пойдет в оборот, будет реализован. Вот за 2022 год это такая цифра. Понятно, сюда не вошли личные подсобные хозяйства, которые используют для личных целей мед. А, соответственно, вся продукция, которая должна быть реализована, она должна пройти через эту систему. И, соответственно, в этой системе должны быть все показатели по качеству и безопасности. И, соответственно, лабораторные исследования и ветсанэкспертиза. На сегодняшний день вот выявляются такие случаи, когда, скажем, с пасек выявляется несоответствие объема производства с фактическим количеством содержащихся пчелосемей. Предположим, на одну пчелосемью более 500 килограмм меда выработано. То есть это когда идет уже в этой системе. Я не буду называть, где мы выявили, соответственно, то есть или на одну пчелосемью более 200 килограмм, более 500 килограмм произведено меда. То есть мы это контролируем, и это нужно здесь совместно с ветеринарной службой региональной, районной, соответственно, эти показатели, вводить корректно эти цифры. И данная информация говорит о том, что либо, значит, покупается еще мед и продается, да, реализуется, ну, либо просто как-то неправильно вводится. Мы проводим также федеральный мониторинг. В прошлом году, ну, то есть это бесплатный мониторинг, то есть отбираем пробы меда, вот, были отобраны в 2022 году, ну, небольшое количество, 3 пробы всего от разных производителей, соответственно, результаты отрицательные. Хотелось бы проинформировать то, что у нас 1 марта 2023 года вводятся новые правила по ветеринарно-санитарной экспертизе меда, перги и молочка маточного пчелиного. И, соответственно, этими правилами обозначены обязательные требования по показателям ветсанэкспертизы и лабораторных исследований. Поэтому прошу обратить на это внимание. Будут, скорее всего, вопросы с этим, надо подготовиться. Называть, на какие показатели я здесь сейчас, ну, с учетом малого времени, не буду. Но также определены правилами, что ветсанэкспертиза проводится в течение 3 часов после отбора проб, а лабораторные исследования в течение 10 дней. Вот, то есть уже нормативно определены, чтобы у вас не было вопросов по поводу, скажем, времени, да, отбора и, соответственно, получения результатов и оформления ветеринарно-сопроводительных документов. И по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы у нас мед, есть 2 варианта. Либо допускается мед на реализацию без ограничений, либо на утилизацию. Это тоже уже конкретно прописано по ветеринарным правилам. То есть они вступят, еще раз повторяю, с 1 марта 2023 года. На этом я завершаю свой доклад. Цена этой экспертизы, потому что тут слухи ходят от 42 до 46 тысяч. К сожалению, я вам цену не могу сказать, потому что мы как контрольно-надзорный орган, мы только контролируем, мы не проводим лабораторные исследования. Единственное могу сказать, часть из вас может поучаствовать в федеральном мониторинге, да? Но эти экспертизы, это делается бесплатно за счет федерального бюджета, и, соответственно, вы эти экспертизы можете использовать. А цены, обязательно лаборатория должна быть аккредитованная. Вот самое важное, о чем я упустил, спасибо за вопрос. Исследования должны проводиться именно лабораторно, аккредитованной лабораторией. На сегодняшний день у нас есть такие в Чувашской республике лаборатории, цены у всех разные. Поэтому вам лучше связаться
либо с региональной службой. Есть также Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных, их филиал здесь работает. По ценам, к сожалению, не готов сказать. Я вручил лично документы, которые ссылаются в приказ, это регламент Таможенного союза, там прямо указано один регион, вопрос и аминация. Вообще исчерпывающий список существует такой, то есть никакие параметры. Только по требованию тех регламентов. Может быть, в регламенте говорится и другие. Вот, то есть, скажем, субтитры, такой, и другие. То есть там перечень может быть бесконечный. Нет, которые прописаны, они обязательны. То есть, а остальные уже в зависимости от эпизодической ситуации, от того, что будет применяться, какие лекарственные препараты будут применяться в последующем. Поэтому невозможно сразу определить на сегодняшний день. Потому что, возможно, через год уже новые лекарственные средства, антибиотики и так далее. Понимаете? Я могу вам зачитать, на какие исследования, но это уйдет время. Понимаете? То есть по ценам, я говорю, мы, как контрольно-надзорный орган, не имеем даже права об этом говорить. У кого какие сравнительные цены. Ваше почетное место. В 2022 году в городе Чебоксары вышла в свет книга «Известные пчеловоды в Чувашской республике». В этой книге представлены подробные сведения об известных пчеловодах Чувашской республики. В книге можно найти практические советы по обустройству пасеки, эффективному медосбору, уходу за пчелиными семьями и их защите от болезней, а также вопросы, связанные с развитием регионального пчеловодства. Для презентации книги «Известные пчеловоды Чувашской республики» приглашаем автора-составителя, кандидата филологических наук, доцента Чувашского государственного университета имени Ульянова Татьяну Николаевну Емельянову, дочери Николая Петровича Пирожкова. Добрый день, уважаемые участники форума, дорогие земляки, дорогие пчеловоды Чувашской республики. У нас сегодня с вами непростой форум. Ключевым моментом сегодняшнего форума у нас является презентация книги, как уже сказали, «Известные пчеловоды Чувашской республики». Эта книга была выпущена в рамках проекта «Инновационные подходы развития пчеловодства Чувашии в условиях экологических изменений региона». Чувашский государственный университет, являясь базовым университетом Чувашии, предлагает молодым ученым в рамках хоздоговорной работы выполнить проекты инновационного характера по разным отраслям науки. Мы взяли за основу проект про пчеловодов Чувашской республики. Он был реализован в полном объеме в установленные университетом сроки, и результатом которого является, вы видите на табло, наша книга «Известные пчеловоды Чувашской республики». Многие здесь присутствующие являются авторами статей, которые включены в этот сборник. Туда, значит, включены более 60 пчеловодов. Мое выступление сегодня будет состоять, наверное, из множества благодарственных слов к тем лицам, которые приняли активное участие в издании и в сборе, значит, материала по этой книге. Самую главную благодарность, конечно же, я выражаю своему отцу, Николаю Петровичу Пирожкову, за то, что он поддержал инициативу по выпуску книги. У нас любая проблема решается в кругу семьи. Значит, я предложила проект отцу выпустить совместную книгу про пчеловодов Чувашской республики. Отец никогда, ни в каких вопросах не отказывает. И в этом вопросе он поддержал меня.
И, значит, вместе с редколлегией мы выпустили эту достойную, мне кажется, книгу про известных пчеловодов нашей, значит, великой республики. Не побоюсь этого слова. Ну, Николая Петровича Пирожкова, наверное, многие знаете, да, ведь он душой предан своему делу, привлекался к работе с пчелами еще дедушкой, и впоследствии пчеловодство стало неотъемлемым и самым главным делом его жизни. Вот этот форум тоже, наверное, дитё моего отца. В семье, я уже сказала, что все великие начинания обсуждаются в кругу семьи, и финансовые вопросы, которые были связаны с выпуском этой книги, взял на себя мой отец. За это выражаю огромную благодарность ему. Вы сами понимаете, кто, например, может быть, когда-то выпускал книгу, кто готовится выпустить какую-либо литературу или книгу. Это связано, конечно, с финансовыми какими-то проблемами, я так скажу, потому что выпуск книги в наше время – это недешевое удовольствие. Чувашия у нас не маленькая республика. Я понимаю, что мы сюда включили не всех пчеловодов, и причина этому тоже есть. В то время, когда мы собирали материал для издания этой книги, многие болели COVID-19, к сожалению. Материалы некоторые пчеловоды предоставили потом, уже когда был сформирован окончательный макет книги, и поэтому, к сожалению, не всех мы смогли включить в этот сборник. Есть, конечно, у нас идея такая, ну, как скажем, выпустить второе издание, дополненное, переработанное, как говорится, да, и включить туда остальных наших талантливых пчеловодов. Если у вас есть желание, можете похлопать. Я хочу посмотреть, есть ли у вас желание выпустить второй сборник этой книги. Отлично, хорошо. Вводную часть этой книги написал председатель Общероссийской общественной организации «Союз пчеловодов Чувашии» Валерий Павлович Капонин. Предисловие главный редактор интернет-портала «Мир пчеловодства» Александр Сергеевич Пономарев. Этих людей, мне кажется, представлять не надо, вы очень хорошо знаете. Да, ведь первые люди, можно сказать, в России, которые представляют именно пчеловодство нашей страны. Естественно, мы выражаем глубокую благодарность им за то, что они, несмотря на свою занятость, насущные проблемы, которые нужно решать каждодневно, поддержали нашу инициативу, и их статьи, конечно же, заняли достойное и почетное место в нашей книге. Хочу также отметить, что также хочу выразить, точнее, очень большую благодарность еще одному человеку, очень хорошему человеку, значит, Александр Васильевич Богданов, который тоже финансово поддержал инициативу по выпуску нашей книги. Александр Васильевич, глубокая благодарность. Спасибо вам большое. Что было интересно, друзья, у нас в Чувашии, оказывается, очень много талантливых пчеловодов, которые предлагают свои инновационные разработки, свои инновационные подходы по развитию пчеловодства. Это было очень отрадно заметить. И в книге эти люди, которые предлагают свои инновационные материалы и методы, значит, по ведению пчеловодства Чувашии, нашли достойное место. Кто еще не видел, не знаком с этой книгой, сегодня вы можете приобрести эту книгу, и, значит, эти инновации вы можете применять в своих хозяйствах. Я считаю, что это только большой плюс для развития пчеловодства. Например, даже, можно сказать, пчеловодство страны, наверное, да, ведь. И пчеловодов
такие люди, которые предоставили материалы не только свои, а взяли в шефство свои районы и за короткие сроки собрали материалы по всем пчеловодам своего района и, значит, тем самым ускорили нашу работу по выпуску этой книги. Этим людям, конечно, я тоже очень сильно благодарна. Хочу сказать, такими совместными усилиями, друзья, мы смело можем развивать пчеловодство нашей чувашской земли. Несмотря на экологические изменения региона, к сожалению, вы сами понимаете, экология меняется не в лучшую сторону, и, естественно, некоторые проблемы создает и для пчеловодов нашей республики. Будем надеяться, что мы дальше с вами будем плодотворно также работать и общими усилиями осилим, может быть, вторую, третью, а может быть, последующие сборники книг. Тузымзем, Паянхи форум Ахутшинаганзем, Сирия, Паянхи форум я тебе Чунджерелен саламлас келет, Шагынбек, Хуртхымыршызем Шинжен, книге Каларны был перенжен, иде пызык сылапты я бала. Шагынбада елізееле, Шагынба, Чирелен саламлады. Малашнеге шапла Маттурзем булза лайвишлесе шанзақтырады. Сылы серебрнеге мирле дүбе, шембере кележи, ебе булна урбулатпыр Хуртхымыршызем. Сылы сере, товар. Спасибо большое. Уважаемый Рудольф Васильевич, уважаемый Виктор Юрьевич, уважаемая Елена Максимовна, уважаемый Александр Николаевич, уважаемые гости, приглашенные, уважаемые мои любимые пчеловоды. 25 лет мы с вами вместе. Эта книга посвящена 25-летию нашей совместной работы. В 1997 году я был принят на работу межрайонным зоотехником Батырского Шамушинского района. Ну, раз меня на такую работу приняли, я собрал первый раз пчеловодов Батырского Шамушинского района. И мы собрались 17 человек. Сразу у меня в голове, это, говорю, ненормально. До меня там работала с Комсомольского района, видимо, недостаточно. Я говорю сам себе, что мы добьемся, чтобы наши пчеловоды были активными всегда. И действительно, Батырский район является самым активным, наверное, в Чувашской республике. Я скажу про эту книгу. Книга, она издана для того, чтобы знали нас, чувашских пчеловодов, не только в Чувашской республике, но и в масштабах нашей любимой Российской Федерации. Эта книга уже поехала в Англию, эта книга поехала в Швейцарию, эту книгу мы подарили Чувашскую национальную библиотеку, Государственный архив Чувашской республики. Жизнь она так устроена, что мы сегодня живем, все уйдем в иной мир только в разное время. А книга, она останется на века, поверьте мне. Тут есть много, которые пчеловоды стоят с внуками, с детьми. Они подрастут, станут взрослыми, откроют вот эту книгу и скажут: вот бабуля, вот дедуля, они пчеловодами были. То есть люди, попавшие в эту книгу, останутся на века. Книга, она бессмертна. Многие пчеловоды, попавшие в эту книгу, мне говорят: Николай Петрович, большое тебе спасибо. Я говорю:
Слушай, говорит, дальше. Пришли, говорит, покупатели меда. Купили 2 банки меда. Одну банку для себя, а вторую банку сестра, говорит, живет в Санкт-Петербурге. И рассчитали, говорит, хотели уже уйти домой. Я, говорит, достал вот эту книгу и говорю, знаете, вы купили мед у известного пчеловода Чувашской Республики. Нашел, говорит, себя. Они, говорит, обратно уже рассчитались, хотели уйти. Достали телефоны, сейчас у всех хорошие, фотографировали вот это и вот этого человека, пчеловода. Давай, говорит, еще 2 банки. За это, говорит, тебе большое спасибо. То есть, говорит, наша вот эта книга помогает реализовывать. Я знаю, очень большие проблемы с реализацией меда. Но поверьте мне, у нас в семье таких проблем нет. Мы получили в 2022 году 6,5 тонн жидкого и 1,5 тонн сотового меда. И полностью свой мед распродали. Мед продается у нас по всей Российской Федерации. Многие сами за 800, за 900, за 1000 километров к нам домой приезжают сами и забирают. Ну и работает на Байкале у нас. На Байкале с туристами работаем. Средняя цена продается от 3 до 5 тысяч килограмм меда. На Байкале с туристами до 5 тысяч доходит. Фасованный, можете посмотреть там. Спасибо, Татарстан, это великая держава. Я всегда говорю, выступая в Казани, тут вот казанские друзья мои, профессор Шилов Валентин Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, я у них бываю, выступаю. Спасибо, что вы есть, сюда приехали из соседних регионов, вся Чувашия почти собралась. Я вам очень благодарен за 25 лет нашей совместной работы. Мы добились вот эту аудиторию. Спасибо районному руководству. Они очень меня сильно поддерживают. Рудольф Васильевич, глава района, сам пчеловод. Звоню в 4 часа утра. Рудольф Васильевич, как делать? Знаю, он на пасеке. Николай Петрович говорит, я около улья стою. Вы понимаете? Это дорого стоит. Виктор Игоревич, вам тоже большое спасибо. С какими вопросами я к вам обращаюсь, вы всегда меня поддерживали и поддерживаете. За это я очень благодарен. Елена Максимовна, вам тоже большое спасибо. Приходя в ваше министерство, я ухожу от вас всегда довольным. Спасибо всем людям, которые помогали в издании этой книги. Я очень, вообще в жизни очень люблю пчеловодов, потому что сам я с пеленок вырос, с 5-летнего возраста пчеловод, в 5-м поколении, 200 лет нашей династии в области пчеловодства, и я не могу без вас, и очень люблю вас, уважаемые мои, любимые пчеловоды. Еще такой момент. У нас сегодня присутствует из Швейцарии Бенджамин Форстер. У них отчества нету, имя, фамилия. Я его доклад слушал в Академии пчеловодства. Его привел сюда на свои средства, чтобы вы послушали, уважаемые мои любимые пчеловоды. Шуршина Владимир Геннадьевич будет онлайн из Белоруссии. Я его доклад слушал в Академии пчеловодства. Хочу, чтобы вы послушали, для чего я это делаю, чтобы вы развивались, чтобы вы получали максимальную прибыль от каждой пчелосемьи. Я перед вами стою для того, чтобы вам приносить
максимальную пользу, поверьте мне, пожалуйста. Наверное, я переборщил по времени. Слово передаем другим докладчикам. Но все-таки желаю вам крепкого здоровья. И давайте не забудем Донбасс. Будем поддерживать Донбасс. Страна в тяжелом состоянии. Опять я скажу, многие, наверное, думают, восхваляются. Наша семья помогла Донбассу на 32 тысячи. На 30 тысяч мы меда отправили, я знаю, из Шамушинского района отправляли. Мы фасованный мед отправляли, чтобы в окопах и так далее, они сразу, потому что они в флягах. И в Батырского района тоже. Давайте поддержим страну в трудную минуту. Спасибо.